Добрый день, уважаемые участники 6-го регионального диалога, секретарей Совета Безопасности, советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана. Дорогие друзья, добро пожаловать в гостеприимный и солнечный Кыргызстан. Я очень рад возможности лично встретиться, провести с вами встречу и обсудить актуальные вопросы, связанные с процессами, которые происходят в соседнем Афганистане и вокруг этой близкой нам страны. Это особенно важно потому, что в последние годы мы сталкиваемся с небывалым количеством кризисов безопасности как внутри региона, так и за его пределами. Все более усложняется геополитическая обстановка, дает основания предполагать, что в ближайшей перспективе страны, а также союзы, блоки и международные организации продолжат подвергаться различного рода рискам во многих сферах безопасности. Хочу отметить, что проведение нынешнего очередного раунда диалога по Афганистану в таком формате является посильным вкладом Кыргызской Республики в общее дело. Для Кыргызстана, как и уверен, присутствующих здесь делегаций, очень важным является формирование климата доверия, безопасности и мирное сосуществование, оказание всестороннего и взаимовыгодного содействия в интересах поступательного и динамичного развития всех стран. Мы выступаем за скорейшее преодоление кризисных явлений, которые накопились в Афганистане и мешают афганской государственности встать на ноги, а многострадальному афганскому народу наконец-то обрести долгожданный мир и безопасность. К сожалению, до настоящего времени, говоря об Афганистане, мы вынуждены рассматривать и учитывать следующие вызовы и угрозы, которые негативно влияют на общую обстановку. Первое. Терроризм сегодня проходит глубокую трансформацию, в том числе в выборе тактических приемов и способов конспирации, а также в вопросах финансирования и разработки собственных информационных стратегий. Исходя из текущей ситуации, вынужден констатировать, что, несмотря на ряд положительных тенденций, в целом сохраняется возможность экспорта нестабильности с афганской территории в страны-соседи и далее в регион. Второй по актуальности проблемой обеспечения международной и внутренней безопасности мы определяем фактор наркотрафика. Несмотря на официальный запрет со стороны правительства Талибан на выращивание мака и торговлю наркотиками, из-за сложного социально-экономического положения основным незаконным источником дохода местного населения остается наркобизнес. Третье. Наряду с этим еще одной трудно разрешаемой в ближайшее время проблемой остается обеспечение функционирования афганской экономики. В этой связи полагаем, что замороженные активы Национального банка Афганистана должны быть скорейшим образом переданы в использование на благо афганского народа. В настоящее время Афганистан сталкивается с широким спектром вызовов и угроз. В стране действует более 20 террористических групп, среди которых самая активная и опасная – это ИГИЛ, Хорасан. История афганского конфликта и анализ текущей ситуации говорят о том, что различные силы в этой стране могут достаточно быстро образовать новые коалиции, даже несмотря на значительные разногласия между собой. К примеру, отдельные так называемые антиталибские фронты ради получения контроля над страной могут объединиться с террористическими группировками. Очевидно, что любая новая волна дестабилизации снизит внутреннюю устойчивость движения Талибан и привлечет в Афганистан еще большее количество иностранных боевиков из-за рубежа. В том числе и наших соотечественников, что создаст дополнительную нагрузку на силы обеспечения безопасности многих стран. Характерно, что ранние прогнозы о скором крахе правительства талибов так и не оправдались. Исходя из этого и учитывая современное положение дел, можно сделать вывод, что негативный
сценарий развития обстановки в Афганистане может быть разыгран преимущественно с подачи внерегиональных игроков и путем реализации схемы управляемого хаоса. Дорогие друзья, относительно совместных действий с удовлетворением отмечу, что современные, согласованные и комплексные шаги, предпринятые нашими странами, позволили значительно снизить вероятность возникновения очагов вооруженного противостояния на афганском направлении. Таким образом, через активное и тесное взаимодействие на двустороннем уровне и в форматах международных организаций, таких как ОДКБ, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОТГ, сформировалась работоспособная модель сотрудничества по вопросам Афганистана. В этом зале сегодня присутствуют высокие представители стран, заинтересованных в мирном развитии Афганистана. И все мы понимаем, что задача по недопущению любой эскалации конфликта у нашего соседа остается в данный момент как никогда актуальной. Несмотря на определенные противоречия по отдельным вопросам внешней политики, внутреннего устройства и другим аспектам межгосударственного сотрудничества Афганистана и наших стран, нам необходимо на всех уровнях находить общие точки соприкосновения в интересах обеспечения национальной и региональной безопасности. Это особенно ценно в условиях нынешней напряженной геополитической обстановки, когда степень угроз высокая и существует значительная неопределенность развития мировых тенденций. В свою очередь, Кыргызская республика, как и большинство стран региона, избрала прагматичный подход, вступив в контакт и диалог с действующими властями Афганистана. Мы стараемся оказывать посильную помощь афганскому народу. В период с 2021 года и по настоящее время Кыргызстан неоднократно оказывал гуманитарную помощь Афганистану и доставил более 230 тонн продовольствия и медикаментов, в том числе пострадавшим от землетрясения в афганской провинции Герат и афганским гражданам, проживающим в условиях географической изоляции и высокогорья на Большом и Малом Памире. Мы также хотим развивать экономический и культурный диалог. В отношении народа Афганистана у нас только самые добрые и искренние пожелания об установлении долгожданного мира и открытии новых путей развития потенциала людей и страны в целом. Кыргызстан поддерживает международные усилия и считает, что мировое сообщество должно реальными делами помочь афганцам в короткий срок преодолеть многолетний гуманитарный и экономический кризис. Считаю, что поскольку экономика и безопасность взаимосвязаны, должны предприниматься такие шаги, которые навсегда исключат Афганистан из списков стран, с территории которых исходят угрозы терроризма, экстремизма и наркотрафика. В ближайшем будущем мы бы хотели вести обсуждение мировой и региональной проблематики совместно с официальными представителями Афганистана. Именно так нам видится на сегодняшний день ситуация внутри и вокруг Афганистана.